أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Субхану ва Тааля в Коране, обращаясь к нам, говорит: «Я юхалладина аману иттакуллаха ва атигу». О, те, которые уверовали, будьте богобоязненными и подчиняйтесь Аллаху. То есть Аллах Субхану ва Тааля еще, обращаясь к нам, говорит в Коране в аяте, что «Инна акрамакум гиндаллахи аткакум». Те, у которых есть достоинство перед Аллахом и превосходнее перед Аллахом всех остальных, это те люди, которые богобоязненны. То есть они стремятся выполнять те приказы Аллаха, которые Он приказывает и наставляет нас в Коране, и стремятся уберечься от харамов запрещенных. Они убегают от харама, они не приближаются к хараму. Баб фазлюль вараги ва таква ва ахлюху. То есть сегодня глава о богобоязненности, о его достоинствах и превосходстве из книги Канзуль Гирфан Мухаммад Асад аль-Ирбили, которую мы с вами читаем, 1001 хадисов из этой книги. Первый хадис: «Изхад фид дунья юхиббука Аллаху, вазхад фима фи айдин наси юхиббака насу». То есть отстранись от дунья, то есть не беги, не старайся объять необъятное, не старайся заполучить все в этом мире. Довольствуйся тем, что Аллах тебе дал, и побольше в сердце своем сохраняй зикр Аллаха, то есть постоянно помни об Аллахе, постоянно помни о том, что ты в ответе перед Ним, что к Нему придет твое возвращение, и в сердце, из своего сердца выбрось любовь, так называемую любовь, в кавычках, к миру, к этому дунью. То есть не беги за богатством, не бегай за славой, и забыв про Аллаха, забыв про религию, помни об Аллахе, помни. И дунья, мир, все то, что в этом мире существует, и богатство, и слава побегут за тобой. Об этом говорит Аллах Субхану ва Тааля. То есть не может быть в груди у мусульманина, у мужчины, как объясняется в Коране, два сердца. То есть если ты любишь Аллаха, то люби только Аллаха. Потому что любовь к Аллаху и к этому миру, к ближнему миру, то, к чему мы стремимся иногда из-за своего невежества, к этому дунье, к этому свету, заполучить какую-то славу, какое-то место под солнцем, какие-то богатства, они несовместимы. Бывает только любовь к Аллаху. А все остальное потом Аллах Субхану ва Тааля тебе даст. Об этом говорит Аллах. «Вазхад фима фи айдин наси юхиббука нас». То есть не завидуй то, что есть у людей, и полюбят тебя люди. Не стремись заполучить то, что в руках у людей. Это не твой достаток. Это достаток того человека, которому Аллах Субхану ва Тааля дал этот достаток. Аллах Тааля в Коране говорит, что «Инна касамнакум». То есть мы вас разделили в этом мире, и каждому мы дали то, что ему мы дали. Достаток. Не завидуй то, что есть у людей. Будь доволен то, что у тебя есть, и благодари Аллаха. Об этом говорит этот хадис. То есть выбрось из своего сердца любовь к каким-то низменным вещам, которые не помогут тебе ни в этом мире, ни в дольнем мире, ни в будущем мире. И полюби только Аллаха. Оставь в сердце только Аллаха. И не завидуй то, что у других. Все равно это не твое. Это достаток других людей. Вот об этом говорит Мухаммад саллаллаху алейхи. Акрамун наси инда Аллахи аткахум. То есть Мухаммад саллаллаху алейхи
повторяет тот же самый аят, о котором говорит Аллах Субхану ва Тааля в своей книге в Коране: «Инна акрамукум гиндаллахи аткакум». Здесь Мухаммад ﷺ говорит, что акрамун наси гиндаллахи аткахум, то есть самые превосходные люди, превосходнее всех остальных, это те, которые богобоязненные, у которых в сердцах есть чувство, стремление к приказам и наставлениям Аллаха, и есть страх того, что если он ослушается, он потеряет доверие Аллаха и довольство Аллаха. Страх не то, что Аллах сейчас ударит какой-нибудь дубинкой по голове, а страх то, что мы потеряем доверие Аллаха, довольство Аллаха, и Аллах разозлится на нас. То есть, если Аллах не будет доволен нами, если мы не сможем заслужить Его доверие, если Он разозлится на нас, разгневается на нас, что же тогда случится? Тогда, упаси Аллах, случится то, что Аллах Та'аля предупреждает в Коране: им вечный огонь, они навечно там, если те, которые не стремились к моему удовольствию, разгневали меня, они получат за это мое наказание, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Инна Аллаха Та'аля юхиббул абда ат-такия аль-гания аль-хафи. Аллах Субхану ва Тааля любит того человека, в котором сосредоточены вот следующие качества, то есть он богобоязненный. Он действительно раб Аллаха. Что такое раб Аллаха? Он поклоняющийся. Он стремится любое свободное время свое, ежедневное свободное время использовать ради того, чтобы достичь довольства Аллаха. Как мы можем достичь довольства Аллаха? Об этом говорится в Коране. Поклоняйтесь мне, вспоминайте меня, совершайте намазы, возносите мольбу, дуа, и вспоминайте меня, совершайте зикр, говорит Аллах Субхану ва Тааля, и убегайте от тех вещей, которые я вам запретил. Даже не то, что убегайте, даже не приближайтесь. «Валя такрабу зина». «Валя такрабу», там не приближайтесь к прелюбодеянию, или не приближайтесь к таким вещам, которые скверны, которые я не воспринимаю от вас. Не делайте таких дел, говорит Аллах Субхану ва Тааля. То есть абд ат-таки, богобоязненный. Богобоязненность, еще раз повторимся, что богобоязненность – это постоянное стремление достичь довольства Аллаха, завоевать Его доверие, завоевать любовь Аллаха. Это таки, таква. Не то, что что-то чувствовать, какие-то эмоциональные чувства нафса, и сиюминутные, которые потом проходят. Иногда бывает такое у людей, что он в один момент, он так начинает поклоняться, но не надо забывать, что это нафс, обманывает. Поклоняющийся человек не устает поклоняться. А те, которые и одновременно, единовременно чувствуют какой-то порыв к поклонению к Аллаху, и вдруг день, два, недели, через некоторое время у него это уходит, иссякает. Знаете, что это не богобоязненность, это порыв нафса, нафсуль аммара, который приказывает и который обманывает человека. И говорит, что ты поклоняйся для того, чтобы человеку надоело поклонение. Настоящий богобоязненный человек, он всегда и везде стремится найти какой-нибудь временной промежуток для того, чтобы предстать перед Аллахом, встать перед Аллахом и показать, что он его действительно, его раб. И второе качество, которое любит Аллаха, это единовременно в одном человеке, если вот эти три качества, говорит Аллах Субхану ва Тааля: ат-таки, гани и хафи. То есть в то же время он богобоязненный, и он имеет в руках богатство. То есть он имеет в руках достаток, который Аллах Субхану ва Тааля дал. Он стремится как-нибудь побольше помочь другим людям, отдавая из своего достатка, жертвуя из своего достатка.
отдавая милостыню. Пример тому, те, которые вот эти три качества соединенные, это Абу Бакр Сиддик, Умар ибн Хаттаб, Усман ибн Гаффан. Это три халифа, три хуляфай ар-Рашидин. Самый первый это Абу Бакр Сиддик, ради Аллаху та'аля анху, который говорит, что «О Мухаммад, о пророк Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, о любимец Аллаха, я раздаю свое имущество все до копейки, ничего не оставляя, и вдруг у меня еще больше появляется. Что же мне делать? Я все раздаю, у меня опять появляется». Аллах Та'аля увеличивает твой достаток, если ты начинаешь это жертвовать на пути Аллаха, если даешь, отрываешь от себя тот достаток, ту часть достатка, которую Аллах Субхану ва Тааля тебе дал, отрываешь в виде заката, в виде добровольной милостыни, и это показатель того, что ты следуешь, что ты идешь на пути Аллаха, фисабилилля. И Аллах Субхану ва Тааля, благодарность, Он становится благодарным тебе, становится довольным, и Его довольством мы видим, что у нас увеличивается достаток аль-хафи, то есть рафик, то есть он становится, если человек, он дружелюбный и мягкий по отношению к своим ближним, своим близким, к мусульманам и вообще ко всем людям. Вот эти три качества Аллах Субхану ва Тааля любит, если эти три качества воссоединены в одном человеке. И Аллах Субхану ва Тааля любит такого человека, говорит, и что «Инна Аллаха Та'аля юхиббуль абда такий аль-гани аль-хафи». Богобоязненного, у которого есть достаток, и который не ленится, зарабатывает, и в то же время он сильно богобоязненный, и в то же время он мягкий и добродушный, и у него доброе сердце. «Ман иттака Аллаха вакаху куллю шайин». Если кто-то боится Аллаха, в данном случае богобоязненность, боязнь Аллаха. Если человек боится Аллаха, боится, что он разгневается, боится, что он отвернет свой величайший лик от него и не будет доверять больше ему. Если он боится совершить какой-то грех, если он боится приступить какой-то макрух и приблизиться к хараму, то Аллах Субхану ва Тааля сделает так, что все в мире будет его любить, и ему не будет страшно ничего на свете. Все будут как бы уважать и бояться его, если он действительно боится Аллаха, и действительно, если он такий, искренний. «Ракатани мин вараги афдалу мин альфин мин мухлитин». То есть Мухаммад саллаллаху говорит в следующем хадисе, что два раката намаза, которые совершены искренне, с богобоязненностью, действительно, не отвлекаясь мысленно и чувствами, и эмоциями ни на что другое, два раката намаза лучше, чем 1000 ракатов намазов, которые читаются с какими-то мыслями, с какими-то, если человек отвлекается на какие-то мысли или эмоции, или что-то, или что-то. То есть, опять-таки, показывает о богобоязненности человека. Нужно вспомнить о Хазрате Али, каррамаллаху ваджаху, когда ему попала стрела в ногу, и нужно было его ногу прооперировать. Он сказал: я не смогу, просто очень больно. Давайте сделаем так, я встану на 2 раката нафиль намаз, и в это время вы вытащите это острие этой стрелы. И вытащили. И он не почувствовал. И когда он закончил свой намаз, он говорит: ну когда же вы начнете сейчас оперировать-то меня, когда вытащите эту железку? А мы уже вытащили, сказали сахабы. Он говорит, удивился. А ничего удивительного, потому что он искренне, все сахабы были такими искренними, что они даже не чувствовали боли, когда стояли перед Аллахом. Вот этот намаз, действительно намаз,
Это не говорит о том, что нужно так затягивать намазы перед публикой, особенно в общественных местах, приходя в мечеть, читая с джамаатом. Нет, не об этом речь. Может быть, этот намаз такой же короткий, очень с короткими сурами, но до такой степени человек отвлекается от этого мира, от себя и видит только Аллаха и поклоняется только Аллаху, что он не чувствует ничего, кроме любви к Аллаху и кроме своей богобоязненности перед Аллахом. «Ман арада изза била аширатин фальяттакиллах». Если кто-то хочет возвыситься, получить какую-нибудь славу, если, чтобы его уважали, чтобы он был уважаемым человеком, но у него нету ни племени, ни помощников, ни в роду никого нету, чтобы кто-то его подталкивал, будьте богобоязненными, говорит Мухаммад ﷺ. То есть у тебя нету такого аристократического племени или рода, нету тех людей, близких, родственников, которые бы тебе могли помочь, чтобы ты возвысился и стал во главе какой-то общины или что-то. Мухаммад ﷺ говорит: «Фалияттакиллах». Будь богобоязненным перед Аллахом, полюби Аллаха от всего сердца. Стремись к исполнению всего то, что Он приказывает и наставляет нас. И беги не то, что от харамов, даже не приближайся к макрухам, даже халяль употребляй в виде пищи или в виде одежды или в виде другого, даже халяль употребляй настолько, насколько тебе нужно. Все остальное будет для тебя исраф. Вот в это время, если достигнешь этого, то в данном случае Аллах Субхану ва Тааля возвысит тебя над всеми. «Халил аакилу илля ман юти'у Аллаха ва яттаки». Умный человек считается умным только тогда, который, если он подчиняется Аллаху. Мутир и таква, и богобоязненный. То есть подчиняется во всех его приказах, во всех его наставлениях и боится потерять доверие и любовь Аллаха. Боится, что Аллах отвернется от него, разгневается. И Аллах Субхану ва Тааля скажет: ты не поклонялся мне. Ты вроде бы читал намаз, но не читал. Вот этого нужно бояться. Ты вроде бы был богобоязненным, считал себя богобоязненным, но не был богобоязненным. Ты все это делал не ради меня, как он говорит в хадисе Кудси, когда еще не вытащили весы и не начался расчет, Аллах Субхану ва Тааля прикажет привести троих. Первый – ученый, второй – тот, который пал на поле битвы шахид, и третий – тот богач, который расходовал свое богатство ради Аллаха. И спросят у каждого, каждый ответит, что все это было ради Аллаха. Каждому Аллах Субхану ва Тааля тогда скажет: нет, врете. Потому что твои знания были использованы только ради того, чтобы показать перед людьми, что ты знающий человек. Ты забыл аят, что над каждым знающим человеком стоит выше знающий. И над всеми стоит всезнающий, аль-алим, Аллах Субхану ва Тааля. Бросьте его в огонь, скажет Аллах. Тому, который пал на поле битвы шахидом, ему скажет: ты просто хотел показать перед людьми, это была показуха, показать перед людьми, что ты такой храбрый. Бросьте его в огонь, скажет Аллах Субхану ва Тааля. Богатому человеку Аллах Субхану ва Тааля скажет: ты совершал рия, показуху, ты занимался показухой, чтоб тебя восславляли на века в тех мечетях и мадресе, или в тех, там, то, что, на которые нужды, на какие благотворительности ты отдавал, чтоб они тебя вспоминали и восхваляли. Не ради меня ты это совершал, говорит. Скажет Аллах Субхану ва Тааля: бросьте его в огонь. И да сохранит Аллах нас от такого исхода,
и будет доволен Аллах нами. Мы всегда молимся Аллаху: о Аллах, не спошли на нас все свои блага, и будь доволен нами, и поведи нас праведным путем, сират аль-мустаким, путем тем путем, которых Ты облагодетельствовал, ниспослал свой ниамат, свой достаток. И убереги нас от того пути тех, которых Ты заблудил или на которых Ты разгневался. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله